успех, Артем Джон. Я президент мира теперь. Но я нигде твоего гэнгста не видел. Если бы ты был бы гэнгста, ты перел бы на... Мы им вот сюда, короче, гнали пацанам в первом отряде. Говорим, лох первой степени встать, лох второй степени встать. Я тебе мамой клянусь. Ты человек, а мы любим человеченку кушать, и все. Я не человек, я Веном, бейби. Не температурь, бэйби, не температурь, все нормально. Тут пацаны сидят здравые, не надо. А ты сбрось давление, бейби, у тебя давление поднимается. Как тик Какой может быть псих? Ты спокоен? неуравновешенно видишь. Как тик может быть спокоен? В смысле спрашиваешь? Спрашивай, знаешь что? Тихо. Знаешь, кто спрашивает? Ты. Я акула, я акула, я акула. Знаешь, Да я мне тебя не вообще знаю, кто насрать на ты. тебя, что ты Ты мне хочешь, не не хочешь. интересен Ты вообще. не ты можешь говоришь, со мной я вот с разговаривать, Корнеем знаешь, общаюсь, ты и не все. можешь со мной Ты можешь в мою разговаривать. сторону даже не говорить. Не, бэйби, ты не шаришь, ты не шаришь. Ты не шаришь на. Санкт-Петербург во имя Петю создался. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. Я динозавров отправил домой, сам между гор встал, где там вот так вот узко, и джебом 300 хищников положил, бейби. Я тебя сканирую, Джеки Чан. О, нифига себе, ты что, без трусов пришел, Джеки Чан? А? Ты что, без трусов, Джеки Чан? Нормально, молодец. Красавчик. Я хочу минутку с двумя. Сразу. Или с тремя. Ты монстр просто, убийца. Друзья, ну а я напоминаю вам о нашем главном спонсоре и партнере компания OneX. Самые высокие коэффициенты, большие выигрыши, моментальные выплаты, широкий спектр спортивных, а также киберспортивных событий. OneX активно развивает спорт не только в Казахстане, но а также во всем мире. Переходи по нашей ссылке в закрепленном комментарии, используй наш промокод OneXRuh и получи мега-бонус на свой первый депозит. Переходи и регистрируйся. Ассаламу алейкум, курметті RFC көрермендері. Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики RFC Рухфайтинг Championship. Сегодня у нас очередная пресс-конференция. Со мной, как всегда, мой соведущий Василий Тахтай. И основатель первого медийного промоушена в Казахстане Рамазан Рамбердиев. Друзья, у нас сегодня будет очень интересная, яркая, насыщенная пресс-конференция, так как гости и участники нашей сегодняшней пресс-конференции являются очень известными ребятами, которые очень сильно хайпанули. Я думаю, эти фразы запомнили не только люди из Казахстана, но и со всего СНГ. Со всей галактики. Со всей галактики, да. Точнее так, да. Бэйби, Мэйби, Рахмет мой брат. Давайте начнем нашу сегодняшнюю пресс-конференцию. Ну а перед началом хотел бы сказать то, что было очень много споров о том, что вот Артем Тарасов является профессиональным спортсменом, зачем вы его пустили против Хана. Ребята, я хочу вам сказать о том, что время идет, ребята прогрессируют. Хан очень хорошо сейчас подтянул стойку, поэтому я думаю, когда условно Мурат Легенда дерется, выходит уже с ребятами уровня про, почему бы нашим ребятам также не прогрессировать и не выходить на поединки. Поэтому, друзья, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик. Ну а мы начинаем. Друзья, начинаем нашу пресс-конференцию с приветствия наших дорогих гостей с города Санкт-Петербург. Артем Тарасов, Всем привет. Корней Тарасов и, конечно же, Алексей Прокофьев. Доброго дня. Ребята, добро пожаловать. Рад вас видеть еще раз в Казахстане, Взаимно. а именно в Алмате. Как долетели? Все ли хорошо? Все супер, все отлично. Мы на всегда. самом деле рады опять присутствовать здесь. Я хотел задать один вопрос. На каком все-таки мы сегодня будем говорить? На русском, на английском или на казахском, а? Рахмет, мой брат. Сегодня мой брат. Сегодня мы будем разговаривать на казахском. Я думаю, ты уже достаточно выучил, да, казахский? Или еще Да. нет? Рахмет, Алгад, этого достаточно. Мы на любых языках, братан, можем Да, говорить. ну самое главное. Как дела, Корней? Все дела у меня, все отлично, все
Все отлично, все по кайфу. Приехал сюда в первый раз вообще на рухфайтинге. Это также у меня вообще есть и подарок для рухфайтинга. Я сделал гимн рухфайтинга, это сделал трек для вас специально. Поэтому могу его предоставить вам, запеть, сделать. Все, что угодно по кайфу. Я думаю, если мы начнем нашу пресс-конференцию с этого, будет очень весело. Это круто, А брат. что, дайте тогда мне микрофон и погнали. Все, давайте сделаем это. Корней, Алмата, ха-ха-ха. Нашим пацанам Казахстан салам. Знают свое дело, кричим вау-вау-вау. Рухфайтинг для смелых, это навсегда. Тарас, ПСПБ, респект, Алмата. Нашим пацанам Казахстан салам. Знают свое дело, кричим вау-вау-вау. Рухфайтинг для смелых, это навсегда. Тарас, ПСПБ, респект, Алмата. Ай-ай. Мною движет уважение, ай-ай. Потому я на движении, ай-ай. Чай Алмата, это кайф, братан. Потому с людьми я кричу Алга, Казахстан. Сколько себя помню, был со здравыми типами я. Брат, поэтому фамилия я Тараса с вами я. Казахстан и СПБ, каждый из нас камень я. Даже если упадем, знаю, что мы встанем я. Рухфайтинг счет делать горячий коллаб, ай. Всем нашим рахмет, ай. Всем нашим салам, нашим пацанам Казахстан салам. Знают свое дело, кричим вау-вау-вау. Рухфайтинг для смелых, это навсегда. Тарас, ПСПБ, респект, Алмата. Нашим пацанам Казахстан салам. Знают свое дело, кричим вау-вау-вау. Рухфайтинг для смелых, это навсегда. Тарас, ПСПБ, респект, Алмата. Красавчик, Корней! Хорош. Специально для рухфайтинга. Знаешь, как Хан подтанцовывал, а? Там есть Батуй фраза трек. рухфайтинга для смелых, это навсегда. Садись на свое место. Спасибо, спасибо, Корней. Мы это очень ценим. Такой молодежный, дерзкий трек. Про Казахстан, про Алмату. Подарок для вас. Используйте Спасибо. его везде, делайте с ним все, что хотите. Права всем отдаю вам, даю Ой, права вам. спасибо. Дарю этот трек вам специально для рухфайтинг. Бэу! Спасибо, спасибо, Корней. Очень крутой подарок. Артем, Да. начали с тебя, давай. Сейчас Может, с Корней? Ну, ладно. поприветствуем Ханата, қош келдің. Жер планетасының президенті, президент галактики всех земель. Алматы в частности, да? Я, кстати, не умею делать такой жест. Как он так делает? Получается, как? Как она? Да, как? Вот так. Ага, У меня жена умеет. Жена умеет, я не умею. В общем, я новый президент мира, Артем Тарасов. Всех приветствую. Хан, қалайсың? Не жаңалық? Сендер Артем екеуің мықты хайп болдыңдар. Бэйби, мэйби деп. Не стоит температуры, Джеки Чан. Как у тебя дела сегодня с температурой деп сұрасай Артемнан? Как твой успех, Артем Джон? Что? Я не понимаю, что опять ты говоришь. Как твой успех, Артем Джон? Артем Джон. А, мой успех. Я президент мира теперь. После того, как я вышел в клетку с тобой, я оказался президентом мира. Все, я забрал твое звание. А где твое удостоверение, где погон, бейби? Удостоверение? Вот. Это видят только избранные, да, что там написано, наверное? Это видит только он. Не, главное, что друг друга понимают. Что? Главное, что друг друга понимаете, говорю. А мы друг друга не понимаем, в этом вся и суть. Да, да, весь прикол в том, что вы друг друга не понимаете. Хан, что нового? Рассказывай. После того, как Артем вошел в клетку, и у вас начался этот такой дружеский трэш-ток, если можно это так назвать, очень большое количество аудитории стало на твою сторону. Вот, и был вот такой интересный хайп, на самом деле. Хан, не айтасың? Орысша айтайын ба? Айта бер. Или қазақша айтайын? Орысша айта бер, түсінсін Артем. Прежде всего, я не ожидал, что такое произойдет, поэтому для меня было все неожиданно. Это все импровизация и экспромт. Поэтому
Нежданчик был. Нежданчик, бэйби. Но мы нежданчики, кстати, не делаем. Мы тоже. Хан, а вот как ты вот эту фразу выдал там так быстро? Это же не стоит температуре Джеки Чан. Потому что это же надо вот так вот резко взять и вот эту фразу выкинуть. Потому что, когда Артем подошел, у него лицо красное было. Ну, жарко было. Плюс я после боя тоже жарко. И первое слово, которое пришло на ум, температура. Потому что, ну, все горит. Я говорю, не стоит температурить, ну, как бы. Ну ты это сказал Логично. так невозмутимо. Было мощно. Я не знаю, это мой характер. Менің характер сондай. Видишь, наш некий симбиоз двух людей, все равно хайп не может создавать один человек, его создают двое. Да, Создали такое настоящее Симбиоз. хайповое событие, да. На самом деле, многие меня хейтили за то, что я вызвал Ханату на бой, но я могу сказать сразу же тогда подписчикам и всем, что я не знал, что это за боец, кто это боец. Мне сказали, что вот там есть парень, он такой интересный, давай выйдешь что-нибудь. Я вышел, выкинул. Мне потом пишут, что он не боец и так далее. Но сейчас вы говорите то, что он уже готов драться, то, что он хорошо готовится, давай драться без борьбы и так далее. Но я всегда готов, когда угодно, где угодно, с кем угодно. Да, вот на руках интересен был бы этот бой на самом деле, потому что... И на ногах. Как? Руки, ноги. Фуй. Я ногами не умею бить. Ты не умеешь, он побьет. Ты спросил лучше, что у него с рукой. Да, я думаю, все нормально у него с рукой. бір сұрақ қойсам бола ма? Негізі Артемға жеке ассалаумағалейкум, баршаларыңызға бір есімім Хан Сұлтан болады. Артем, тебе личный вопрос. Вот ты говоришь насчет Ханаты, что ты, короче, не знал, что он профессиональный боец. Но когда бой был, ты сам же видел бои, правильно? И ты сколько уже времени... Подожди, стоп. Ты сколько времени уже... Брат, у нас с тобой вопросы. Смотри, у меня просто интерес, брат, просто интерес. Есть момент, что он сейчас в данный момент сидит и говорит, что нет, я, короче, не знал, что он профессиональный боец и так далее, по идее. Я как музыкант, он сидит, он спел, я скажу, где его минусы, как он поет и так далее. Понимаешь? Есть такая тема. Они выступили, короче, они подрались, и ты такой смотришь, и ты не знаешь в моменте, что он профессиональный боец или нет. Вот я тебе расскажу. И ты выходишь, и ты сейчас в данный момент говоришь, я не знал и так далее. Но ты начинаешь... Из-за этого у тебя есть комментарии, те комментарии, брат. Цепляться. Я тебе давай расскажу. Я вообще не собираюсь цепляться, отвечу, брат. как было. Смотри, Чисто на самом деле, интерес такой. Вот представь, заканчивается бой, Да. я захожу в зал, захожу. Мне говорят, Тёма, иди в клетку. Ты зашел только после боя? Да, или? я не видел бой вообще. Всё, Отвечаю, нет вопросов. вообще не видел Нет бой. вопросов. Не знал, кто это, как он дерется, вообще не Да, знал. но если вот так внешне посмотреть, да, Ханата очень Здоровый атлетично парень, здоровый сложен. парень. Говорит, Тёма, иди выйди. Да, очень. Иди выйди, вызови его, все. То есть я вообще не знал, кто это, что это. Сейчас я уже знаю, что это не боец. Сейчас многие меня хейтят, что я хочу там боя с ним, либо хотят бой организовать. Но я мне хотят организовать бой с ним. Нет, в данный момент, брат, смотри, есть такая тема, что я тебя видел же, твои драки, я твоего брата и так далее. Есть момент, что я думаю, вот, вроде Артем Тарасов там выходит с нормальными бойцами, там, нормальные там свои бои показывает и так далее. И тут в моменте ты, короче, выходишь Ханате и говоришь, что там, Ханата, ты выйдешь со мной и так далее. Я думаю, что он вообще делает? Не, просто от ты незнания. просто передо мной езжишь, типа вот в моменте я знаю, что вот, типа, Артем, у меня нет к тебе личного неприязни, просто в моменте ты такой раз упал, но я не знал, что ты поздно зашел, короче. Я вообще зашел в в конце данный момент боя. у меня сейчас вопросов нет, брат. Да, у всех людей, наверное, сложилось впечатление, Да. то, что ты посмотрел его бой, такой подумал, вот он только такой начинающий боец, ну-ка дай-ка я его вызову. Нет, ну я даже сейчас могу сказать, что эта лига Рукфайтинг очень хочет организовать этот бой. Они говорят, что Хан там готовится очень сильно и так далее. То есть для меня это просто денежный бой, хайповый бой. И подраться с таким персонажем, как Хан, которого я не понимаю, о чем он говорит, он не понимает, о чем говорю я, это действительно интересно. Это как с Мурадом Легендой, понимаешь, которая разлетится везде. Как я дрался Только с в Легендой. этом случае это интересно. Я даже писал, что давайте Корней подерется, потом, когда узнал, что он не боец. Но сейчас уже... история идет так, что нам готовы предложить хорошие гонорары, мы готовы хорошо за это подраться. Все. Я думаю, то, что даже для него выйти там, допустим, со мной, я же все равно не такой же там супер боец какой-то, я блогер такой же, как он. Зачем ты Да, прибедняешься, вообще, брат? в целом тебе говорю, то, Да. что я не тренируюсь целыми днями. И для него это будет большое испытание подраться со мной. Это же кайф.
Я же испытываю себя, когда дерусь с другими бойцами. Почему бы ему себя не испытать? Есть момент, когда ты сам предлагал и Чоршанбиеву бои, правильно же? Я сам видел это своими глазами, когда ты сам и даже Чоршанбиева вызывал, и других пацанов. И такой момент ты вызываешь Ханату. Я думал, что ты знаешь, что он непрофессиональный боец, и в моменте того думаю, что с ним Да посмотри такое на типа, него, как случилось? я увидел, качок какой-то стоит здоровый, блин, весь татухов, лысый, блин, в этом выиграл еще там за секунду. С бородой, скажи. Да, там как там... Все, понял. В первом раунде выиграл еще, скажи. Можно скажу, да? Ассаламу алейкум всем. Меня зовут Айзат. Артем, вы друг друга очень хорошо дополняете, знаете. Но если ты конкретно хочешь нормальный бой на руках, то давай это устроим. Да мне бой с кем- после боя с Ханатой. Да мне с кем угодно бой, хоть на руках, Всё, хоть на давай, ногах. давай. хоть- Братан, мы не выбираем соперников, нам все равно, на руках, на ногах, там, на Все, ножах, давай, без давай. разницы. Смело. Я думаю, Мы тебе уличные. придется выбирать, брат. Тебе придется выбирать. Мы уличные пацаны, братан, нам что? Ты думаешь, мы не уличные, что ли? Слышь, вот я тебе Смотри. объясню вообще прикол, бро. Извини, что перебил. Я вот, допустим, вчера у меня, знаешь, был другой соперник, братан. Да. Сегодня у меня уже новый соперник, Да. понимаешь? Но я мужчина, мне все равно с кем драться. Я шоумен, я прихожу, чтобы рвать, бороться и кусаться. Я Корней Тарасов, мазафака, буду драться, биться и кусаться. И кусаться. Я цепной пес, да. Да ты чё? И все меня знают. Я дерусь, никогда с не выбираю соперников. Брат меня кидал и под пельмени, знаешь, это человек 160 килограмм, и под машины, под габариты, там, под КамАЗы, с кем угодно. Я мужчина, Брат, буду ты дрался драться, с и всё. клоунами. Понимаешь, я тебе скажу, ты дрался с одними клоунами. Есть момент такой. Смотри, То я есть тебе... ты хочешь сказать, что, допустим, пельмени давай, это давай, клоун? я расскажу, ты меня расслушай. Я тебя послушал, ты Давай, меня послушай. давай, Прояви давай. уважение. Хорошо? Смотри, ребята, меня зовут Хан Султан. Меня Ну, зовут я Хан Султан. представлялся, Я братан. еще раз просто познакомлюсь, кто еще не обучал. Меня Хан Султан зовут, брат. Я обычного сельский пацан, где я вырос. Я нигде не участвовал. Я такой же музыкант. Я сам профессиональный певец. Везде пою, выступаю. Я давно слежу за вами, реально. У меня нет никаких личных неприязней то есть к вами. наш фанат, братан. Да, смотри, я не скажу, что я ваш фанат. Есть такое село, что вы постоянно где-то выступаете, я вас видел. У меня я давно всегда, вот, Рамазан, я всегда, уже сколько раз я закидывал сюда заявку, что я хочу поучаствовать. Но я музыкант, я реально музыкант, я профессиональный певец. И вот смотри, но есть такая тема, драться я умею. Я сам себя знаю, я дерусь тоже с маленьких лет, я тоже пацан, так скажем, уличный, да. Ну, вы всегда в эфирах говорите, особенно ты, Корней, ты говоришь, я там такой-то, такой-то, я кусаюсь, я гэнгста и так далее. Я вот уличный чел, братан, я так и говорю всем, я пацан с Да, улицы. вот я... именно. Но я нигде твоего гэнгста не видел. Если бы ты был бы гэнгста, ты перел бы Братан, на... а теперь, вот, на- знаешь, я каждому Есть объясню моменты, за смотри, гэнгста, бро. Знаешь, за что меня с братом выгнали с лагеря в 14 лет? Потому что я накалял вот такие кольца в первом отряде пацанам. Знаешь, такие есть кольца, отвечают, Да не черепа, надо говорить, рассказывай. черепа. Мы им вот сюда, короче, гнали пацанам в первом отряде. Говорим, лох первой степени встать, лох второй степени встать. Я тебе мамой клянусь, вот, с дочками своими отвечает, так было. Поэтому я гэнгста, братан. Я приходил, когда меня обижали старшие на районе. Я Ну, шел, это не я показывает, шел что за ты гэнгстер, пневматическим брат. пистолетом, заходил Это в не отбор, показывает. и вот Брат, так всех пау-пау стрелял, здесь, убегал, смотри, перезаряжал смотри, баллон, братан. ты здесь в Казахстане Брат, не перезаряжал гэнгстер, я тебе баллон, еще раз и скажу. возвращался в Ты этот здесь же двор, не гэнгстер. я опять стрелял, Ты мotherfucker. здесь не Вот гэнгстер, почему мы понимаешь? гэнгстер, бро. Ты здесь Я не гэнгстер. каждому могу Ты просто обосновать, брат. ты всякими там с пельменями, мантами там выходил, да, это я все Нет, видел, ты по меня идее. спросил за Есть, гэнгста, я есть тебе вот эти, ответил. смотри, я тебе еще раз говорю, есть такая тема, ты в Казахстане здесь, это, брат, тебе не российский хардкор, это рухфайтинг, здесь одни приходят, знаешь, что вы делаете? Базару нет, у меня есть уважение к вам, что вы Я делаете, уважаю базару нет. рухфайтинг, я Есть ничего такая плохого тема, не да, говорю, братан, да, ты но чё? здесь приходить не в хардкор, там, и вот рухфайтинг, вы приходите именно, и в рухфайтинг говорит, мы гэнгстеры, ребята, у вас Братан, такое не а теперь получится, начну. смотри. Ты с первой с этого начал, я не говорю, Да, да, я да. говорю спокойно. Ты меня Смотри, спросил за смотри. это, я тебе Ты за не это напрягайся, ответил. ты на расслабоне Нет, общайся, ты не меня, напрягайся. смотри, Ты можешь не спросил, напрягаться я вообще ответил. никак. То есть уже не стыковочка, братан, понимаешь? Ты можешь не Я- напрягаться, смотри, ты можешь вообще не напрягаться, брат. Ты больше напрягаешься, нет, ты больше напрягаешься. Да, я просто в данный момент тебе задаю Я вопрос. объясню тебе, почему Смотри. я гэнгстер. Потому что, знаешь, вчера у меня был один соперник, сегодня у меня другой. Я говорю, да мне все равно, с кем мне драться, понимаешь? Ал енді менде мынандай нәрсе бар, просто мен өзім вообще профессионал емеспін. Я вообще не профессионал. Я никогда нигде не участвовал, ребята. И просто есть мы такой что-то, момент, я говорю, смотри. за профессионалов Можно, здесь, братан. можно я да расскажу? Смотри, умей говорить, умей слушать, брат, прояви уважение, Окей, пожалуйста. брат, Да, окей. смотри, есть такая тема. Я приду, например, к вам в Россию, да, я не могу там, я не буду в первую очередь, я проявлю уважение, скажу, а то там есть разные же у вас бойцы, я приду, скажу, я здесь, короче, ребята, я здесь гэнгстер и так далее. Ты на меня попрешь, согласишься? Есть такая тема? А он
И даже такой Артем... раз говорил где-то, он такой хоть раз где-то говорил. брат, смотри. Артем, я не провоцирую, брат. Ну ты да, ты же конечно, меня сейчас ты- слушаешь, да? Да, Я слушаю. хочу быть услышанным в данный момент. Всё Я это тебе время говорю ты о только том, делаешь, что что если я провоцируешь. пойду в Россию и скажу, я здесь гангстер и так далее, вы газанете. Газанете, говорю, это что так, 100%. братан. Это 100%. Есть такая тема, и вы приезжаете сюда в Рухфайтинг. Я здесь новенький, ребята. Я сейчас Я совсем... тоже новенький, Да, братан. да. Вот тем более, мы с тобой увиделись, я смотрел твои, как ты выступал и так далее. Но я тебе скажу вот так, но здесь ты в Рухфайтинг, тем более, я знаю, что мы нас с тобой поставили, ты здесь никак гангста не будешь, брат. И все. Сейчас за меня можно ответит старший брат. Да, я чтобы просто я не- отвечу чуть-чуть по фактам. Артем, брат, Артем, давай он сам ответит. Нет, можно я чуть-чуть просто, Хорошо. я скажу вообще Хорошо. на некоторые обвинения в его сторону. Во-первых, по поводу гейнста, не гейнста. Он этого не говорил, это начал говорить ты. Это первое. Этот Нет, вопрос закрыт, брат. это детская херня. Гангстер, не гангстер, это Если это тихо. детская херня, Для- зачем ты везде для это всех- говоришь-то? Он говорит, он везде говорит, что он цепной пес. Брат. Вот это важно. Я тебе Дальше. могу видео Знаешь, показать, за что где он Корнея? подкастов Знаешь, за везде что- говорит, мы гангстеры, Ну, ты мы меня гангстеры. перебиваешь, ты меня не слушаешь. Ну, Ладно, так. всё, я тебя не Ему буду перебивать. 33 года, ему нравится. Он, посмотри, ему 33 года, он выглядит как 15-летний. Он родился мертвым, понимаешь? Я его задушил пуповиной своей, его 10 минут откачивали. Он родился мертвым, он до 3 лет не мог ходить. Он немножко, понимаешь, такой вот. Он 33 года говорит, что он гангстер. Ну, нравится ему, говорит, это никого не портит, ничего плохого. Он не пришел к тебе сейчас и сказал, слушай, там гангстер, я тебя там сейчас расстреляю. Такого не было. Это первое. Второе. Почему Корней, допустим, к нему уважительно все относятся, да, несмотря на то, что он вот такой странный персонаж. Потому что Корней действительно, даже несмотря там на то, что я со всеми дерусь, он дерется со всеми подряд. Допустим, ситуация с тобой вчера. Был один соперник, готовились к одному сопернику. Сколько ты весишь? Ну, 68 где-то. Ну, ты больше весишь, нет? Ну, реально, сколько весишь? Я ты? 68 килограмм вешу. 68, да? То есть он готовился под одного соперника. Вчера ему говорят другой соперник. Корней тот человек, почему ему там говорят? Не, базару нет, базару Он нет. тот человек, он даже не спрашивает, когда с кем драться. Вот он дрался, допустим, с пельменем, я тебе клянусь. Он меня никогда не... Я ему говорю, у тебя бой в Казахстане. Он даже меня не спросит, с кем бой, пришли мне видео посмотреть. Он говорит, хорошо, я еду. Ему без разницы. То есть этот человек реально бесстрашный, он выходил с реальными большими людьми, с реальными дядьками драться. И мне кажется, только поэтому он достоин уважения. Если ему нравится себя называть гейнста, и он в 33 года считает это крутым для себя, пускай называет. Артем, Но при этом здесь он никого не задевает и не Хорошо, пытается что-то Артем, другое доказать. смотри, Столько я не- раз апеллировал Я- у тебя, чтобы тебя брат, выслушали. под- Дай смотри, человеку договорить Артем, сначала. я один раз, я не говорю, что он не проявляет уважение. Я говорю о том, что есть такая Ты тема. это именно и Он говорил. приходит и говорит, что типа он не он гангстер. говорил. Я делаю просто, так, как мне есть по такой кайфу, интерес, братан. есть Я момент же- интереса. Да вот всем Я не могу у бро. тебя поинтересоваться, что ли, брат? Смотри, У тебя будет бой, всем выйдешь и расскажу, выяснишь, братан. всё, в чём Нет, Я смотри, же я вот не так смогу вот, тебя я его поинтересоваться истории или по нет. кайфу, Выйдешь и понял, выяснишь. слышь? В чём Я проблема отличие ещё? от всех блогеров, бойцов, Зачем братан, что-то живу говорить так, вообще? как мне по кайфу. Я не делаю там каким-то там, чтобы, знаешь, выстрелить тома, я хайпануть. Я такой, какой я есть. Я уличный пацан, я всю жизнь рос на улице. Мне не нужен хайп, мне не нужно ничего. Меня любят люди, ты, брат, братан. не словами, ты делом Меня доказывай люди это. любят за Ты то, делом что я это просто доказывай. тот, Ты- кто есть. Нет. Я простой пацан Я тебе с говорю, ты улицы, делом простой это пацан доказывай. с Что района. значит доказать Я делом, даю Скажи, респект что значит обычным доказать пацанам. делом? Я Пускай всегда скажет, такой, какой пускай я есть, человек понимаешь? скажет. Мне не важно, Пускай. мне не Что нужен значит хайп, доказать братан. делом? Что такое Нет. доказать делом? Он везде это говорит, но в деле... Я тебе Смотри, спрашиваю простой вопрос. брат, Что как тебя зовут? значит Как тебя зовут? доказать Как тебя зовут? дело? Подожди. Алексей, Я не знаю, как смотри, меня зовут. Алексей. Ты только что сидел, Смотри, сфотографировался с я нами. не знаю, как ты... Не Я знаю, как меня забыл. зовут. Окей, ладно. Ничего страшного, бывает. Ничего Смотри, есть страшного, такая бывает, тема. Вот, ты говоришь... Какой ты вопрос мне только что задал? Ну вспомни, это не так важно, если ты не слышишь вопрос. Нет, я ты говорю еще мне раз. вопрос задаешь. Ты в чем? Как? Ты Давай, зачем перебиваешь-то постоянно? Ладно, давай, Зачем говори. ты перебиваешь? Говори. Как он должен доказать делом? Что, по-твоему, он Смотри, должен доказать теперь делом? я говорю о том, что он везде говорит гангстер. Ребята, есть такая тема, он приезжал сюда в Найза, правильно ты приезжал? Ты проиграл пацану, который 2005 года, правильно? И что? Какая разница? И вот, Ты он же не никому не доказал проиграл. делом же, брат. Ты скажи, подожди, я Он тебе же, сейчас, брат, не доказал делом, конкретно. Так, давайте, ребят, уметь слушать друг друга. Ты сюда вообще пришел? Да. Ты же профессиональный певец. Тебя никуда не приглашают или что? Ты настолько плохо поешь, Брат, что ты никто он сам не может ты ответить, никому ты не сидишь там, интересен. орешь. Пусть он сам разговаривает. Ты мне вопрос задал, алло, ты что вообще в пространстве Я тебе находишься? я ему Ты со задаю мной вопрос. разговаривал. Ты сам боковую Ты со мной заходишь, что-то разговаривал говоришь только мне. что, алло, ты отключаешься, что ли? Ты сам Включи боковую его, заходишь пожалуйста, мне включатель. конкретно. Пусть он сам не понимает, отвечает. где он находится. Что у него нету? Ребята, Что давайте не сделал, ты со научимся мной друг друга разговариваешь. слушать и разговаривать, да. Выслушал, сказал. И не обязательно кричать. Друзья, мы здесь находимся очень близко друг к другу. Корней, Хан Знаешь, что Султан. мое вообще гангстер? То, что я люблю, братан, свою семью,
люблю своих детей, люблю Здесь свою базара мать. нет. Это мой гангстер номер один, малфака, и все. Кому-то что-то доказывать я не собираюсь, понимаешь? Я пацан, где просто рос на улице, я так живу, так как мне по кайфу. Не так, как ему по кайфу, ему или ему. Я делаю так, как мне в кайф. Мне не важно, кто скажет обо мне, ты скажешь, он или он. Понимаешь, вы можете говорить все, что угодно, но когда лично люди со мной знакомятся, общаются, и меня любят люди за доброту, за респект меня любят. Я тебе отвечаю, я добрый пацан, я всегда всех грею, в чем гангстер. Базару нет? Я грею пацанов с улицы, я одеваю пацанов, я отдаю всю в данный одежду момент ты пацанам. мой. Интерес, я тебя просто делаю поинтересовал, всё для ты сидишь, пацанов. кипишуешь, по Вот идее, и мое гангстер, я помогаю матери, я помогаю брату, там, я зарабатываю брату деньги, я сбоев. Брат, ты этим себя не вассаляй. Каждый пацан, каждый мужик, который здесь сидит, каждый пытается сделать свою семью, брат. 10%, Смотри, каждый пытается поднять свою семью. Артем, ты Я что тебе делаешь? матерью своей клянусь, 10% я получаю сбор. Все остальное я отдаю в семью. Вот это мой гангстер, бро. Брат, И давайте- и меня никто за это не осудит. Вот и все, Да, помогать да. близким А да, и я любить поясню. своих близких, бро. Корней, да. Вот я хочу сейчас одну важную вещь сказать. Ребят, давайте не забывать о том, что иногда вот мы почему спорим, я вам сейчас вот одну важную вещь скажу. У меня был случай. Я с ребятами вот тоже, вот когда мы только начинали, приезжали ребята с Москвы, мы знакомились, общались, и в какой-то момент мне все время один из бойцов, участников, менеджеров говорит: братишка, А это у вас... да, я не могу понять, я такой, ну ладно, думаю же. А потом меня это начало немного напрягать. Он мне говорит: братишка, там, давай вот так, да, братишка, вот так. Я говорю: подожди, говорю, вот, говорю, и я в аккурате, да, вот, я же понимаю, что, вот, наверное, он не с плохими намерениями это говорит. Я сначала уточнил, говорю: а что у вас, говорю, означает слово братишка? Братишка, это наоборот, как бы, Да, типа, близкий, это самый как у нас, типа, да, братан, вот. И здесь то же самое, вот слово гангстер, да, в Казахстане, там, гангстер, это кто вот там двигается, да, кто дела решает, разговоры, общение, там, в Америке как это... модель про это спрашивать может вообще? Вот, да, не я понять хочу могу. сказать, вот к этому привести Вообще, то, что откуда? везде иногда значение слов, оно разное, и восприятие этого слова тоже Это разное. разное, другое, да. да. Поэтому давайте находить какие-то вот эти углы, смягчать и сначала уметь, в первую очередь, конечно, выслушать друг друга. Да, вот как ты объяснил, Корней, я понял, то, что ты гангстер, это в твоем понимании там помогать семье, близким, друзьям, да, не обижать там слабых, помогать у кого там что-то там, беда случилась, да. Всё правильно. Все, мы это услышали, поняли. Хан Султан, он также, видишь, со своей стороны говорит, как он это воспринимает. И поэтому вы друг друга просто в какие-то моменты перестаете слышать, а от того, Просто, что брат, мы... умей слушать, и А все. от того, что громче, да, говорим, Хан Султан же певец, он просто привык, что все его слушают, короче. Наверное, вот в этом дело. Давайте мы сейчас вернемся к вам, Хан Султан, Корней, перейдем к Хану и к Артему. Слушай, да, я еще хотел просто немножко сказать про Корнея, вот и многие там, ну, продолжение гангстера, чтобы мы все вообще поняли. А 10% мы услышали уже, Артем. 10%, да, это я потом тоже расскажу, почему, но почему даже я позволяю Корнею в 33 года, да, будучи взрослым мужиком, у которого уже есть семья, я вообще всю семью, в принципе, содержу, и все такое, почему я позволяю ему себя так вести и говорить, что он гангстер? Потому что 4 или 3 года назад это был парень-наркоман, который был чуть-чуть практически за решеткой и практически в одной ногой в могиле. И он взял и вылез из этого всего. Сам, да, с моей помощью, и поэтому я ему позволяю. Пускай лучше говорит, что он гангстер, пускай он говорит вот это, что он там, он реально всем помогает все делать, пускай он лучше это делает, что он принимает наркотики, занимается ерундой и сидит в тюрьме. Конечно. Именно поэтому я ему разрешаю так говорить. Сейчас я не употребляю наркотики от слова совсем. Я могу хоть сейчас поехать сдать тест и показать это. Я не пью алкоголь от слова Зачем мне это совсем. показывать, Отвечаю, я не делаю это, потому что я ушел от этого, я хочу быть лучше. Вот и все. Мое красавчик, что мое гангстер в том, чтобы быть лучше каждый день, быть сильнее каждый день и помогать родным, и чтобы они были лучше каждый день. Вот в чем мое гангстер. Друзья, наркотики, алкоголь никогда не приведет вас ни к чему хорошему. Друзья, Правильно говорю? да, Рух всегда за здоровый образ жизни, чтобы ребята, у которых есть какие-то Я проблемы, вместе с Рухом за здоровый занимались спортом, да. Но мы не говорим о том, что каждый из вас должен стать вот профессиональным бойцом, да, тренироваться 2 раза в день, каждый день. Мы говорим о том, что каждый может становиться лучше, тренируясь потихоньку каждый день и делая себя лучше. Поэтому, друзья, не употребляйте наркотики, не пейте алкоголь и живите здоровой жизнью. Поэтому Рух поддерживает. Друзья, ну а я напоминаю вам о нашем продукте Альфа Форс.
залог настоящего мужского здоровья и силы. Друзья, все мы знаем то, что в современном мире уровень тестостерона мужчин значительно снизился. Если ты хочешь быть более энергичным, сильным, целеустремленным, используй наш продукт Альфа Форс. Доставка по Казахстану бесплатно. Настоящий натуральный продукт от нас. Друзья, давайте перейдем к Артему и к Хану, потому что сейчас это у нас основной поединок, поэтому давайте решим основные моменты. Так как Артем является профессиональным бойцом, но база у тебя борьба, я думаю, у Хана, учитывая то, что он сейчас очень активно тренируется, он только и делает то, что ходит на тренировки, кушает, спит и все, и морально готовится к поединкам. Поэтому очень хорошо поднабрал на руках. Хан, осы алдында минуткада пресс-конференцияда шықтың, показал зрелище, на руках чуть не отправил в нокаут своего соперника. Поэтому, Хан, как ты оцениваешь свои шансы, если у вас бой будет поединок на руках, без борьбы? Прежде всего, вот эта группа рассказала трогательную историю, поэтому мне даже оларға тисе алмай отырмын, да? В целом мне жалко вас бить, потому что, во-первых, вы мои дети. Нам тебя не жалко. Вы мои маленькие дети, Бейвина. Вот ты Мы представь, дети с 4. синдромом Дауна, и нам все равно. Слышь, мы можем есть. Ты человек, а мы любим человеченку кушать, и все. Я не человек, я Веном, Бейби. Я Веном. Я люблю. Человеченка, знаешь, похожа на курицу, только сладенькая, и все. Хан говорит, что он Веном. Корнейбек, Не температурь, бэйби. Корнейбек, ты должен понять, Джеки Чан, что ты превышаешь свои полномочия, Джеки Чан. У меня полномочий полно, я уполномоченный, понял? Ты сейчас, Джеки Чан, превышаешь свои полномочия, Джеки Чан. Не, я Корней Тарасов, брат. Я в шоке, Бейби, по сутям. Я в шоке с тебя, по сутям, Джеки По Чан. сутям По сутям. или по статьям, Ты не понимаю знаешь, тебя, брат. Нет, тебя не понимаю. Я гэнгстер. Знаешь, Ты гангстер я или держу- гейстар? Я Ты гейстар, можешь? Я гэнгстер Джеки Чан. Гейстар Джеки Я Чан, держу да, эту понял. галактику, ты знал, Бейбина? Я Галактику? Я не знаю галактику, я я знаю Веном Земля, в есть, законе. понял. Эй, Джеки Чан, я Веном в законе, на. Ты Веном, Веном в Тритоне. А ты, Джеки Чан, ты Корней Я Корней Тарасов. Ты Корней И 40 в миллионов попе. стримов на альбоме, точнее 120 миллионов стримов на альбоме «Цепной пес» А.К. Корней Тарасов, Если никого не боится, подписывай- А.К. дерусь с кем угодно, А.К. не выбираю соперников, А.К. я улица, А.К. я мужчина, Корней! А.К. я люблю свою семью. Цепной пес пындит. Если ты цепной пес, где пес? А, не это позорься. ты про него Тузик говорил? Тузик, который... Тузик — это твое имя, братан. Ты сколько Тузик — грелок это ты. порвал, Джеки Чан? Скажи мне, Бейби. Ты Ты не уже сколько Джеки, ты грелок теперь, я порвал? понял, ты теперь Тузик, братан. В смысле, Тузик. Бейби? Тузик Мне Чан. кажется, Ты здесь стрелочник. намечается новый бой уже. кажется, намечается минутка. Ты уже стрелочник, Бейби. Не, это Тузик Чан. Не температурь, бэйби, не температурь, все нормально тут. Пацаны сидят здравые, не надо. А ты сбрось давление, Бейби. У У тебя меня давление давление 0. поднимается. Ты видел, давление у меня минуту назад было, когда я рычал. Я сейчас вообще спокоен, братан. Не видно то, что ты Спокойствие. спокоен. Вообще не видно то, что ты спокоен. Конечно, Ты же- не ты же видно, говоришь- я псих, ты же братан, говоришь, как ну, ты можешь какой видеть, что я псих, буду какой псих спокоен? ты? Как Ты псих может цепной, быть спокоен, ты цепной скажи мне? пес, ты сам не это ори, сказал. слышь. Как Цепной я могу пес быть ты. спокоен, Понял? если я псих? Объясни Какой мне. псих? Как псих Какой может быть псих? Ты спокоен? неуравновешенный. Еще раз не спрашиваю, как псих может быть спокоен? В смысле, Как? спрашивай? Я тебя Спрашивай, знаешь спрашиваю, что? как Спрашивай, псих знаешь может быть что? спокоен? Спрашивай, знаешь что? Тихо, 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 Знаешь, тихо. кто спрашивает? Ты. Охрана. Я не спокоен. Так, ребят, все, хватит. Спрашивает, знаешь, как того буши? Я же говорю, я не Спрашивай, спокоен. Мне это сына. нравится. Интересуйся, понял, да? Мне это нравится. Нравится, да? Давай Нравится. устроим. По одному давай сюда. Я тут стою, ты бежишь. Я мужчина на мужчину не бегу, я челку беру, с ней иду, понял? Хан, что скажешь про ситуацию? Во имя всего святого, Джеки Чан, не стоит температурить, Бейбина. Бэйби, ты, еще раз тебе говорю. Как это? Нормально?
Джеки Чандер. Вообще не больно, понял? Меня брат, короче, слышь, когда я был маленьким, и мне это хотел, я у папы украл 8 рублей, и у нас папа был ОМОНовец, Царство Небесное. Я брату дал дубинку резиновую. Попал, я тебе говорю. Брал дубинку резиновую и говорю, бей меня, чтобы я боли не чувствовал. Мне не больно, брат, мне приятно. Я кайфую. Мне кайф, я получил кайф. Кардей. Все-таки покайфуешь. Покайфуем сетки. Да, нормально. Там даст Бог, покайфуешь тоже. Артем Джон сделал тебе приятно, Джеки Чан? Мне кажется, ты сам себе делаешь приятно, Джеки Чан. Как? А, как? Как? Спокойно, как берешь и делаешь себе приятно, тебе нравится это. Создание тарту Запомните, парни, я акула в этом море. Вы всего лишь рыба, я акула. Не зарекайся, я брат. столько прошел, я акула. Фуй, Я мегалодон, мазафака. Да. Извиняюсь, там, дорогие брат. подписчики, извиняюсь. Я мегалодон, вы всего Какой лишь рыбки. ладон? Вы даже не сможете протестовать тут. Я вас съел, схавал, победил, Ой, схавал. убил. Я акула, я акула, Какой я акула, акула, брат? я акула. Мегалодон. Нанорса Какой Я ладон? без Нанорса. зубы мегалодон. Вот видишь у меня. Доктор Роланд зубы ставит, Да, и я конечно, стану мегалодон с зубами. Мегалодон зубами. Мегалодон, увидим тебя в сетке, мегалодон. Увидим тебя в клетке. Там ты покайфуешь от моих ударов. Тянешь тебе. Запомни, мне приятно, мне не больно, я кайфую реально от этого. Ты не понял это А ты еще? что? Ну, значит, у меня нормально покайфуешь. Значит, Я тебе дам покайфуй. возможность покайфовать. Главное, слышь, что было, братик, все будет кайф, 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 рук не опускай, и даже если вдруг сегодня Ты ж не просто позорься, край, только кайф. Я тебе говорю, ты, кажется, не позорься, зачем ты позоришься? Я не позорюсь, я так знаю, я же еще раз повторюсь, я такой, Что какой ты есть. непонятно, какие Я там не бегу ни на кого, не делаю, понял, Да, там налар- не дерусь. налар көп Я сөйлеп стою тут, я мужчина. Минутка, Я жасаңыз. не вызываю никак. давайте успокоимся. Ты знаешь, что я расскажу прикол? Можно расскажу прикол? Минутку, жасаңыз. Я никогда никого не вызываю на бой. Знаешь почему? Потому что максимум, Боишься? кого я могу Потому что вызвать... боишься? Стоп! Ты боишься? Максимум, кого я могу вызвать, Ты это к себе домой, братан. Все. Ты только за деньги, да? Как короче. Не-не, я никак. У меня есть менеджер. У Как меня есть? есть менеджер, он решает финансовый вопрос. Если бы я был Чё, я если дрался ты- бы не за 10%, а за 100%. А что ты себя ведешь, как слышишь, ты говоришь еще этот... И мне Я чисто говорю, за потому что максимум, деньги, кого я не могу за вызвать, деньги. это могу вызвать себе. Я тебе говорю, только за Мужчина деньги. мужчину не может вызвать, Почему? понимаешь? Я за ним как вызываю, мужчина тебе можно мне говорю, вызвать смотри, пару там смотри. этих, Да, я всё. Я как мужчина тебе говорю. В ринге я тебе... Если ты говоришь вот за деньги, не за деньги, ты вот там вот сидел с нами, фотографировался, респектовал, что ты не там В не смысле я с вами газанул, фотографировался? я тебе скажу сейчас, выслушай. Если ты хочешь что-то решить, ты мог бы решить до этого, если у тебя что-то какая-то есть предъява, правильно? Есть такой момент, я к нему подошел, скажу. Я вот так к нему подошел, сказал, Корней, держись. Был такой момент, я сказал, Корней, держись. Сегодня мы с тобой нормальное шоу покажем. Хорошо, я тебе сказал. Я ничего в ответ не сказал, я типа, да, Ну вот. покажем шоу, все. Да. Потому что я Всё. тебя, еще раз, потому Нет, что я тебя твой вижу первый раз. тренер говорит да, так, я как скажу. будто я к тебе подвинулся Смотри, и я так тебя далее. вижу первый Подожди, раз. послушай, Мы послушай. можем быть Послушай врагами сюда, там, мы послушай можем сюда. быть врагами с тобой в Дай я ринге, скажу, дай да? я скажу, В дай я ринге, скажу. а потом мы, может, Корней, дай я пойдем с тобой, скажу. ты окажешься Дай я хорошим скажу, там Корней. певцом, и мы, может, даже сделаем хороший трек, понимаешь? Я говорю, ты когда узнаешь, какой я человек Тебе- по сути, Смотри, какой я я тебе... человек, ты я тебя понимаешь? послушал же. Послушал? Давай, Смотри. давай. Ты Вокально постоянно чуть-чуть. перебиваешь людей. Смотри, вокально вырез чуть-чуть. Тебе надо вырасти чуть-чуть вокально. И мы с тобой запишем трек. Давай так, если он тебя выиграет в этом бою, я в чем я не сомневаюсь, хоть он не тренируется, то если мы послушаем тебя... Трек мы вместе, короче, запишем. Да, ну если у тебя хорошие треки, Зачем он по этому нужен случаю. вообще? Не, а вдруг у него хорошие треки Не запишем? знаю, может. Дадим У возможность. него память Я плохая, не знаю, он память как плохая. его зовут. Вот, да, ты уже в память два у меня раза об этом плохая. говоришь. Ты уже в два пока раза учишься, об этом зовут, говоришь. ты себя показать Ты уже хочешь, об этом что ли, два или что? раза Ты же говоришь. тренер же. Ты же два раза Ты уже же об этом тренер же, я говоришь. тебе говорю. Ты забываешься. Ты на музыканта Ты перед хочешь, что ли, забываешься. или что? Я Причем тебя не здесь на понял. музыканта? Ты тут как... Ты же как... Ты же там стоял как Шакирин, сюда ты как же кто тренер, пришел? веди Ты себя сюда как как кто тренер, я тебе пришел? говорю. Ты сюда как кто Вот пришел? смотри, я тебе Ты говорю, сюда пришел как мужчина или как музыкант? Ты тренер. Здесь музыкальное Я тебе шоу задаю или что? вопрос, ты тренер? Еще раз, тебе какая разница? В смысле, ты тренер? Если- Ну веди себя Да, как тренер, я ты тебе мужчина. скажу. Я могу Веди себя ответить как на мужчина. вопрос. Я с тобой даже не хочу разговаривать.
Знаешь, Это я мне тебя не вообще знаю, кто насрать на ты. тебя, что ты Ты мне хочешь, не не хочешь. интересен вообще. Ты не я тебе можешь говорю. со мной Я вот с разговаривать, Корнеем понимаешь? Ты общаюсь, не и можешь всё. со мной Ты можешь в мою разговаривать. сторону даже не Послушай, говорить. Я послушай. тебе еще раз говорю, Ты ты в мою зачем сторону лучше не перебиваешь говори. постоянно? Не надо в мою сторону говорить, хорошо? Почему? Потому что... Я сам решу, я взрослый человек, я Я сам тебе решу, говорю, какую не надо в сторону мою и сторону кому говорить. что Ты что? говорить, понимаешь? Ты меня никто, я тебе говорю Ты еще раз. иди на подиум и там Я качай тебе права говорю, свои, я понял? тебе Жопой говорю. виляй перед Какой людьми. подиум? Что ты Ты ж подиуме модель, привык, что ли, иди выступать? жопой там виляй. Я тебе Тут говорю. другое шоу, тут Ты по-другому базар, люди ты жопа, не разговаривают. жопа. Я с тобой на будьте любезны разговариваю. Я тебе говорю еще раз. Разговаривать ты Вот так и именно. должен, потому что ты модель, ты так и должен разговаривать, как модель. по-другому. Ты не Кто модель, тебе а сказал, кто что я ты? модель? Да ты посмотри на себя, Кто ты тебе гелем сказал, что ты вымазан. кто тебе сказал, что я модель? Ты похож, на кого ты похож? Ты Так, посмотри, на давайте, похож, давайте на кого ты успокоимся. похож. Давайте опять Короче, перейдем к я- бою Артема За все и его слова Хана. мы поговорим в Пальцем ринге. не Я тыкай на считаю, меня. что вообще более всем, чем знаешь, вот тут базарить и так далее, так как я уличный пацан, не люблю базарить вот эту чушь Я там тоже. гнилую и так далее. Мы решим в ринге, кто что, кого и так далее. Еще раз говорю, нельзя людей судить заранее, когда ты их видишь, встречают по обложке, провожают по уму. Еще да. раз, может, ты потом подойдешь ко мне и знаешь, скажешь, братан, а ты крутой тип, ты вообще Вот и так именно. далее. А может быть наоборот, А может понимаешь? быть наоборот, и Да. поэтому я тебе об этом говорю, нельзя делать заранее там и что-то говорить о людях плохие они или какие-то и так Я далее. тебе не Вот и сказал, всё, что ты брат. плохой. Друзья, хочу выразить огромную благодарность нашему главному спонсору и партнеру компании OneX. Самые высокие коэффициенты, большие выигрыши, моментальные выплаты, широкий спектр спортивных, а также киберспортивных событий. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, используя наш промокод OneXRuch и получи крутейший бонус на свой первый депозит. OneX активно развивает спорт не только в Казахстане, но а также во всем мире. Переходи, регистрируйся. Кто что хочет, я не понял, барбар, мына жақта отырмын. Біреу былай бажылдайды, былай бажылдайды. Точно айтыңдаршы, сендер не керек, что вам надо? Вот, Ортамыздағы ең ақылды адам сөйлесін. что вам надо? Я как старец уже среди Нам вас. надо бой, и вы все, у нас будет кричите, бой, нам больше ругаетесь. ничего не надо. Ну тогда выйди на минутку вот с ним, так долго ругаетесь. Вот Я выйдите. же еще раз говорю, у меня есть менеджер, Да не вопросы надо, по что ты минутке обсуждаем переобуваешься. с моим менеджером, Ты же цепной пожалуйста. пес. За деньги. Артем, вытащи его с ним, чтобы он закрылся. Так у них бой сейчас будет, зачем они закроются? Ну, чтобы закрылись, так сколько базара У нас здесь. будет бой через хочет, день. не хочет травмироваться и так далее. Не-не, короче. мне все равно, я могу хоть 20 раз подраться. Да Ты что, я выскочи на из минутку, тех чё. парней, которые Устроим проводил минутку? 2 боя за вечер, вот и все. Со мной зачем минутка? Корней, раз ты уже 2 раза выжил, ты не боишься 3-й раз умереть, бейби? Братан, Ты 2 раза уже выжил, скажи спасибо Джеки Чану. я как кошка, братан, у меня 9 жизней, я как кошка, у меня 9 жизней. Посмотри на меня, бейби. Ты сперва был Бейби, собакой. ты, Ты был сперва собакой, правильно? Пятно, Не пес. собака ты, я цепной пес, ты не путай, слышишь? Ты сперва песом был, правильно? Потом ты стал мегалодоном. Теперь ты кошка. Я многоликий, я Шива, ага. Теперь ты Шивана. Я Шива, я понял. Я есть хаб, я есть рукфайтинг, я есть все, мал. Понимаешь? Да, Я даже Джеки матом не Чан. ругаюсь, тут, заметь, я очень... Я знаешь, Да всё, окультурился. успокойся. Я с культурной столицы города Санкт-Петербург. Я уважаю рукфайтинг. Я сделал для Казахстана. Приехал с Питера и сделал трек, который называется у меня «Алга Казахстан». Вот и все. Вы там мне что-то говорите, я пришел Скажи, сразу с хорошо, уважением, если- сразу посвятил смотри, трек рукфайтингу, сразу посвятил трек всему Казахстану. Сейчас, Корней, Сделал за давай это выслушаем респект. Хана. Если ты с Санкт-Петербурга, скажи Когда столицу... уже к нам перейдем? Я Подожди, вот- Джеки Чан. Сейчас. Если Мы ты уже с с вами много Санкт-Петербурга, обсудили. скажи столицу Санкт-Петербурга. Столицы Санкт-Петербурга нету. Как нету? Есть столица Санкт-Петербурга, центральный район, братан, столица Санкт-Петербурга, центральный район, Нет. это центр-стрит. Ты врубаешь хоум, и мы устроим У вечеринку без дел даже в твоем доме. у слышь. Санкт-Петербурга столица есть. Я же тебе говорю, Санкт-Петербург, столица, центральный район. Тут росли с братом вдвоем. Улица Бакульна, как двор, всегда узнаем. Кто-то устал бороться во двора из колодца. Вот она, романтика Петербурга, перед самым носом. Ай. Нет, в Санкт-Петербурге столица называется Петя. Понял ты, бейби? Нет, Петя, бэйби, ты не шаришь, ты не шаришь. Ты не шаришь на. Санкт-Петербург во имя Петю создался. Нет, чё ты вообще, температуру ты спас, далекий Артём? от истории вообще-то. Как далёкий, Раньше ты был чё, город-герой Ленинград, Петропавловск был в честь Петра Первого и так Нет, далее. Ты Петю. изучи историю, Я сам потом лично знал говори. Петю. Ты что, Джеки Чан? Мой Петя друг.
Мы вместе, сколько у нас рабов было, ты знаешь, мы строили город. Ты тут Чингисхан, ты у тебя Петя, у тебя там все Конечно, вместе, Джеки что ли? Чан, Вся семья там. Оттуда него я тоже пришел, справка, бейби. как и у тебя, По успокойся. интеллекту, А у Джеки тебя Чан. такая же справка, как у меня, но мы можем с тобой сейчас долго тогда тут обсуждать до талого, вообще до завтра. Можем говорить, базарить, все что угодно. Я могу говорить, перепеть, перебить, все что угодно тебе сказать. Хан, да, я тебе- давайте вот с если ты Артемом ж- ты- обсудим. У нас Ты почему-то хочешь движение, бейби? Ты хочешь Я головокружение, не хочу бейби? головокружения, А? я тебя закружу так, что ты закрутишься вокруг, вот так Может будешь быть- крутиться на планете Земля, я тебе слова не дам, потому что я буду говорить, тут я Корнейтаратов, я говорю, ты меня не перебьешь, тут я говорю, тут кто говорит, тут рукфайтинг, я говорю, я буду говорить, тут я говорю, я так могу долго говорить, поверь, меня не перебить, я буду так говорить, рукфайтинг даст мне говорить, я буду говорить, говорю и говорил всегда, я просто говорю, рукфайтинг это навсегда, да-да-да, бэйби, помолчи, я говорю, когда я говорю, молчи, когда я говорю, молчи, я говорю, ты помолчи, я говорю, тут я сказал, тут я говорю, нет, тут я говорю, опять Артем, я говорю, успокой нет, его. ты мне не дашь говорить, потому что я Укол ему буду я ставь говорить, успокоение. я говорю, еще раз поговорю. Теперь я спою песню, бейби, для тебя. Они друг друга нашли, я же говорю. Ты хочешь любви, да, Джеки Чан? Я подарю Опять тебе я тебе скажу, любовь. тут я говорю, тебе не Я так говорить. скажу Я тебе говорю, смеяться. я говорю, Эй, подожди. я говорю. послушай человека. Нет, я не дам ему говорить, потому что я буду говорить. Я говорю, я ему много расскажу. Я говорю, я ему много расскажу. Эй, если ты хочешь Ладно, я любви... разрешаю тебе говорить. Хорошо, смотри, слушай, бэби. Послушай меня, Джеки Чан. Так тот Джеки Чан, я ты или он? будешь Ты человек. определись уже, ты, ну. У Джеки- мужчины должно быть четкое мнение. Один Джеки Чан или второй. Карен, ты можешь не влезать Все просто Джеки в Чаны, наш бейби. диалог? Смотри, первое. Ты хочешь любви, Джеки Чан? Я тебе пою песню про любовь. Я подарю тебе любовь. Я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль. И будешь в облаках купаться. Корней Джеки Чан. Артем Джон Тарасбекұлы. Ты хочешь движению, бейби? Я тебе сделаю головокружению. Вас беспокоят проблемы с потенцией, эрекцией, простатитом или низким уровнем тестостерона? Сотни тысяч мужчин ежедневно сталкиваются с этими проблемами, которые могут серьезно повлиять на качество вашей жизни и уровень комфорта. Зачем мучиться, когда есть решение? Альфа Форс – это совершенно новый натуральный продукт, созданный специально для вас, чтобы разобраться с причинами возникновения подобных проблем и предотвратить их негативные последствия. Альфа Форс поможет вам восстановить потенцию и эрекцию, повысить уровень тестостерона в крови, улучшить кровоснабжение органов малого таза, бороться с воспалением простаты, получать больше энергии и без усталости наслаждаться жизнью. Альфа Форс станет вашим верным спутником на пути к здоровью и комфорту. Тебе теперь не дадут педигри. Тебе не дадут педигри кушать, бейби, А теперь. я не педигри, Ты у меня будешь корм теперь, достойный, я мясо Ты ем без будешь педигри. теперь с ресторана остатки кушать, Джеки Чан. По сутям я сказал тебе. Короче, по сутям, у нас будет бой, не будет. О, Я готов, мне кажется, не давайте готов придем к к бою, этому, всё. давайте придем к этому, ребята. Я все это точно время хочешь говорю. этого Давайте боя? потом перейдем к нам. Окей. Да, А то сейчас я давайте еще- допьем, закончим. Да. Мы уже Ханата. много Давайте, поговорили. Президент мира. Да, хорошо, смотри, Джек Бейвина. Мы, я и ты будем биться. Мы будем биться, Джеки Чан. Только тебе Рамазан даст гранатомет или Калашников автомат, бейби. Ты сам один не сможешь со мной биться. Потому Это что да. вот это вот у меня из шерсти динозавра сделано. Здесь не пробивается, бейби, Джеки Чан. Вот эту травму, знаешь, как я получил? Неделю назад я был на Марсе. Там пас динозавров. И вижу облако, черное облако. Залез на самого высокого динозавра, смотрю, на меня бегут 300 хищников. В руках у них бластер, оружие, все есть. Я динозавров отправил домой, сам между гор встал, где там вот так вот узко. И джебом 300 хищников положил, бейби. В конец последний их главарь был. Здоровый. Хап, меня укусил отсюда Джеки Чан. Вторым гым. Ушел Аманджолна. По Тебе надо сутям, книжки бейби. писать.
Сендерге я хотел это объяснить, Джеки Чан. Эта травма сделал главный хищник Марса. Меня танком стреляли, Джеки Чан. А ты еще хочешь, ты такой маленький, еще хочешь против меня переть, бейби. Это неуважение Ты кому старшим. говоришь, ему или мне? Нет, А, ему? тебе сейчас педигри. Педигри ты. Ты давай смотри. Как? На. Видишь, меня брат успокаивает, я Тузик. поэтому молчу. Правильно же? Я Вот мирный- бой у вас, да. Я мирный человек, Джеки Чан, да. Дайте ему автомат хотя бы. Ну да, если против тебя 300 хищников не выдержал, он как хочет с тобой подраться. Я тоже об этом. Да я уже не хочу с ним драться, ему нужно это. Ты Ханата точно- вот здесь, он Ты промет уверен, красил, что ты ты сам хочешь можешь драться? минутку сделать, по Да идее. нет, я сейчас готовлюсь к бою с Хамзат Чимаевым. Мы с ним... просто ты маленький еще, Джеки Чан. Подрасти сейчас. Я сейчас тебя ударю, ты же умрешь. Поэтому тебе нужно сперва разрешение родителей. Сперва, чтобы они написали: дорогой Ханата, мы, родители Артем Джона Тарасбекула, разрешаем тебе убить его. Если ты Мам, его привет, убьешь... напиши, пожалуйста, дорогой Ханата, мы, родители Артема Тарасова, разрешаем убить тебе его. Убить его. И под роспись. Все. Роспись и печать не ставь. Потому Потому что что- ты не можешь Потому поставить что я печать. уже сколько убил, мамы приходят, Рамазан, серьезно. Мамалар келет, начинают: Ханата, я 9 месяцев вынашивала, потом растила, туда-сюда, ты его одним ударом убиваешь. What the fuck, джентльмен. Деген білесің ба өлеңді, бейби? Тарас, кім? Корней. Я же тебе говорю, ты только говоришь, потому что он тебе разрешил говорить. Если бы я сейчас говорил, ты бы не смог Не говорить. нужно говорить, просто побеги. Да не, я тебе говорю, я говорил же. Просто мне брат запретил говорить. Я бы говорил, ты бы ни слова не сказал. Я бы, поверь мне, я бы 30 минут говорил. Не нужно Не говорить. видишь, брат запрещает. Поэтому извини, говори. Я разрешил тебе говорить. Ты разговоришь сейчас, потому что это все видели, это увидят на экране, что я тебе разрешил говорить, и поэтому ты говоришь. Я Артем- могу говорить вечно. Артем Джон, ты плохо воспитал собаку. Смотри, у меня есть знакомый дрессировщик. Он тренирует тигров, аллигаторов. Если Корней тебе надоел, я его сброшу к тиграм. Они его скушают, и он даже не почувствует, потому что они быстро убивают. Как идея, хочешь, Артем? сбавимся? Потому что... Я вообще не понимаю, о чем он Корней говорит. нужен. Какой-то Марс, какой-то Нет, он для тебя не Венера, обуза какие-то просто. бластеры. Бластеры это что такое? Это типа Звездные Причем тут войны? Корней, брат, у вас бой? Бластер это что, Звездные войны? Да, или что я такое? же с отряда джедаев. Джедаев? Да, у меня звездный меч. Господи. Ему точно нужен бой со мной? Он хочет этот бой. На руках, без борьбы. Да Ну, как Артем, бы, как ты оцениваешь его шансы? Да никак бою с шансы тобой? не оцениваю. Я считаю, то, что это легкий для меня проходной бой. Но если он его хочет себя проверить, пускай проверяет, давайте делать этот бой. Ну, в плане спортивного интереса, конечно, для меня это шаг назад. Мне недавно Джефф Монсон покидал вызов, я ему сделал отказ. Давай я сейчас посмотрю, да, Джеки Чан? Тебя просканирую. Я же тебя боюсь. Да, иди сюда, Джеки Чан. Я тебя сканирую, Джеки Чан. О, нифига себе, ты что, без трусов пришел, Джеки Чан? А? Ты что, без трусов, Джеки Чан, сюда пришел? Все, сядь, я не могу, я не знаю, как тебя воспринять. Я не понимаю его. Ты что, Блин, где вы его взяли? Что за существо, блядь? Это Корней 2-0, да? У Артема большой мозг? Не. Умный? Вот такой. Кровообращение нормально идет без трусов? Кстати, да, уважаемые бойцы, почему Ханата не проиграл ни один бой за свою карьеру, бейби? Потому что я всегда выхожу на ринг без трусов. Трусы на 50% угнетают кровообращение в теле. Поэтому девушки в 2 раза слабее мужчин, потому что они еще бюстгальтер одевают, бейби. Бюстгальтер, а еще глупее девушки, они чулки носят. В итоге мозг не снабжается кровью, и девушка начинает становиться плохой. Ну, вот Артем говорит, что у тебя нету шансов. Да нет шансов, конечно. Я вообще не знаю, зачем вам нужен этот бой, Рамазан? Зачем? Ну, я думаю, у Ханата 200% есть шанс. Ты видел, как он лапы бьет? А людей? Это еще страшнее. Ну, может, на руках у всех есть шансы, возможно, я не знаю. Ну, Это как покер, не угадаешь, да? Вот на руках, когда идешь,
Играешь? Не, у Хана руки тяжелые и хорошо бьет. Поэтому, мне кажется, еще Разрешение. довести. Разрешение мамы надо, да? Да, еще чуть-чуть потренироваться, мне кажется, и вполне... Тренируется, пускай тренируется, а я не буду тренироваться. Я буду просто разносить его, и все. Все просто. Вот и у меня, Артем, к тебе вот чисто интерес такой. Ты же всегда по борьбе же, по идее, вот хорош. Но я как вокалист, ну, я музыкант, я вообще не борец, не боксер и так далее. Я чисто профессионал. Но у меня, короче, есть такой интерес чисто с тобой на руках побороться, короче. На руках, на армрестлинг, короче, побороться. Есть ли желание попробовать? Нет, нету. Почему? Потому что... Давай попробуем, брат. Да не хочу я. У Зачем вас я- у всех здесь есть свои какие-то сильные стороны, таланты. Хан, Да. вот, Я помнишь, музыкант же, говорил... типа, я хочу просто со спортсменом типа, попробовать, как есть. Я понял, он говорит, не хочет. Хан, может у Хана есть челлендж, короче, для всех здесь, кто здесь есть. Он говорит, я вот покажу упражнения, говорит, если кто-нибудь сможет здесь повторить, то ты возьмешь их в свой отряд, да? Хорошо. Какое упражнение? Мне Я кажется, рука Артем просто- повторить тогда. У меня рука больная, 5 переломов руки. У него 3 операции 5 на операций. руку, он не может поэтому руками. А ты, Корней, Я могу все делать, брат. давай. Давайте. Давно не делал. Да, Инстаграм давно. Нормально, молодец. Красавчик. Подышпай еще. Вот она, инопланетянская сила. Понял, Артем? Артем сейчас Что там, повтори. бля? Типа такого, да? Попробуем? Ханата, это же все от Альфа-Форса. Дай-ка, может, я съем. Альфа-Форс Дай-ка я это съем это одно, настоящая мужская сила. может. Просто не сразу действует, так что я не повторю Да, сразу. да, да. Минут через 20, наверное, сможешь. Не, я не смогу так. Ты сможешь так? Ханата, ты самый сильный, самый мощный. Ты президент мира после меня. Джеки Чан, так не шути, Джеки Чан уже. Ты даже жизнь можешь свою потерять, Певин. Итак, давайте вот закроем уже ваш момент и перейдем к Хан Султану Корнею. Артем, ты утверждаешь то, что у Хана нету шансов против тебя в стойке. Даже без борьбы, Я правильно? утверждаю, что у него шансов нету, да, и я очень боюсь даже гнева подписчиков, то, что этот бой может состояться. Но, еще раз говорю, то, что если Хан хочет этого боя, почему не дать его такого боя? Все очень просто. Да, вопрос мани. Ты Всё. говоришь, что у него нету шансов вообще. Естественно, у него нет шансов, потому что он президент мира, а я президент вселенной. Ё-моё, ну. Ты напрашиваешься на минутку, да, Джеки Чан? бля? Да. Ты напрашиваешься на минутку, да? Минутка — это что такое? Это спарринг. Меня просто жена обычно называет мать минутка, если разобраться не могу. Да. Хан, ты сказал, у тебя есть свой соратник, да? Короче, давай сделаем стардаун уже, а дальше пускай там публика решает. Бой, кто выиграет, что выиграет. Потому что я Шире, считаю, чё? то, что Хана там мне не соперник далеко. Нет? И что? Бокс, Что думаешь? бокс жасажик па? Боксалсың келіп тұр ма? Попробуем? Да. Ханата хочет с тобой поработать минуту. Минутку боксу? сделать. А я зовут снова без капы, да. Артем говорит, что не хочет. Нет, в натуре, вот смотри, ты говоришь, что я там не осилю, то такой, давай на минутку выйдем, попробуем. А зачем это? Да как зачем? Не, у него тоже зубы, ты посмотрел. Ой, смотри, какие клыки хищника. Как насчет минутки? Ты У готов? него зубы, видишь? Да ну, хотите, сделай минутку, пускай будет минутка. Да, вот у Артема зубы новые и у Хана зубы новые. Как раз проверим, у кого крепче, да? Саблезубый тигр. Так я ему это выбью, будет очень не интересно. вариант. Не, ну в аккурат давайте, ребята, попробуем. Нет, в аккурат, брат, я не смогу, я сильно буду бить. Артем Я говорю, уже задумался. 300% он выиграет. Я уже уверен, что он выиграет 300%. Пускай бьет сильно. Что, делать минутку, не делать? Делаем, давай, Тёма, делай, покажи, кто тут отец. Достар, Альфа Форс өнімі туралы ұмытып кетпеңіздер. Қазіргі уақытта ер адамдардың тестостерон деңгейі өте төмендеп кеткен, энергияның аздығы, қойылған мақсаттарға жеткім келмейді, апатия. Сол үшін достар, таза табиғи өнім Альфа Форс Қазақстан бойынша жеткізу тегін, сілтеме арқылы өтіп тапсырыс беріңдер. Достар,
қазіргі уақытта ер адам денсаулығы өте маңызды заттардың бірі. Сол үшін өз денсаулықтарыңызды күтіңіздер, қараңыздар, табиғи өнім, және де бұдан алатын эффекттарыңыз өте жақсы болады, достар. Тапсырыс беріңдер, Альфа Форс. Готовы? Да. Секундомер готов? 30 секунд. Бой. Десять секунд. Работай, работай, Хан, работай. 10 секунд осталось. Газ, газ, Давай, газ. давай, Тёма, 5 делай, секунд. делай. Газ, газ, Еще 10 газ. добавляем 10. 5 секунд. Хан, ор, қорқпа. Он не дерется, я не могу бить человека, который слабее меня изначально. Хан, сен слабее деп отыр. Артем-то задышал сильно. А без разминки всегда задышишь. Нормально. Минутку, я как-то Ну это я дрался. так мотивирую, Хан. Я как-то дрался 3 раунда по минуте. На самом деле это жестче, чем 3 раунда по 3 минуты. Потому что ты там жестко выдаешься в эту минуту, и все, там 3 раунда. То есть по 3 минуты ты знаешь, там ходишь чуть-чуть это, а там постоянно надо двигаться, вот там ринг, и все, минуту кто шел, постоянно. где в костюмах, в рубашках, короче, да? Да. По 1 минуте вы там выходите, В будке, Ну там да. в основном чисто Не, на будка гол. ішінде, В будка будке, ішінде. в будке. А, будки? Да. На гол как Да. Хан, негізі Артемнан кейін Корнеймен де бой қызық болатын еді? Өзің қалай ойлайсың? Корней, тебе тоже был бы интересен, да, поединок с Ханатой? Да, я бы побил его бы. Я Ханата не почувствую никак, ни в каком виде. Ни в ММА, ни в боксе, ни в каком. Я с тоже ним играл, считаю, сейчас что это работал слабый 5% соперник силы. для Артема. А Ну, для поэтому- меня это самый тот соперник, мы на одном уровне с ним, на 2 дурных, он больной человек, я больной человек. как Оба бы. с Марса. О, я с планеты Нептун, но он с Марса, как бы, ну, нормально будет. Вы, значит, соседи прям, да? Что-то реально? Джеки Чан затемпературил, смотрю, спотел весь. Ты что температуришь, Джеки Чан? Я хочу минутку с двумя. Сразу. Или с 3. Ты монстр просто, убийца. Че, ребят, давайте тогда минутку провели, поняли то, что еще немного подготовки для Хана, и вполне этот бой можно будет устроить. Что Давай думаешь, скажу Вась? так, Рамазан, пускай он реально подготовится, реально наберет хорошую форму, чтобы этот бой был реально крутым и интересным, он был, чтобы не был это бой мисс-матчем изначально. Потому что пускай здесь человек готовится, и он добивается своих целей, это самое крутое, когда человек видит цель, если у него будет цель победить меня, я думаю, это будет очень крутая цель для того, чтобы набрать, тогда давайте сделаем этот бой, это интересно. Я думаю, и зрители поймут, так как Хан, в принципе, уже достаточное количество времени тренируется, вот, и еще у него будет еще больше времени впереди на подготовку, отточить свое мастерство на руках, без борьбы, только в стойке этот бой будет интересен. Но, опять же, давайте не забудем еще, кстати, весовую разницу. Да, в каком весе, в каком весе? 75. Ну, я могу 77 сделать. 7,7, да? Как раз 2 килограмма наберешь, 7,7 килограммов, будем ждать этот бой. Напишите в описании, в комментариях, будете ли вы ждать этот бой, интересен ли он вам. В стойке, без борьбы, я думаю, будет интересно. И думаю, можно уже сделать стейрдаун. На середину. Главное, чтобы народ меня не хейтил. Это вот, ему нужен этот бой, мне он не нужен. Baby, maybe. Ты как, на русском? На английском? На казахском? Maybe, baby, а? Не стоит температуры, Джеки Чан.
Нормальный пацан Хата, даже бить его не хочется, если честно. Не переживай, что поделать? Артем, он тебя будет бить. Не хочешь бить, не бей. Вот, теперь давайте перейдем к Хансултану и Корнею. Корней, только что ты, конечно, исполнял очень мощно. Про что перейдем? Я не слышал, брат, что-то в Мы к нам пространстве. перешли с тобой. Переход на нас, да? Да. Ну все, давай переходим. Что делаем? Давай побазарим, что? Да, смело Поговорим, побазарим. как там У с меня тобой, всегда по газ, фене, брат. не по фене, там, У чё, меня по- всегда газ, По брат. фене ботаешь, по параше летаешь, не, нормально все, не, там движ, Давай миш, на общение будем, по-человечески грех пацанам поговорим, делаешь, Артём. пацанов греешь, нет. Артем, дай ему таблетку, пусть успокоится. Давай нормально пообщаемся с ним, по-человечески. Общаемся, давай, я ж слушаю. Есть какой-нибудь интерес от меня? Да, у меня есть такой вопрос в плане того, что я видел твое видео, где ты, короче, напился, где-то в клубе, по-моему. Ну? В клубе напился и всех своих близких, короче, обматерил. И? И, типа, у вас вот это вот, я просто хочу поинтересоваться, типа, нормально воспринимается, что ты своих близких всех нормально материшь? Не, братан, Хотя ты это говоришь, не что ты за них нормально. газуешь. Я еще раз говорю, я сейчас не употребляю алкоголь, и тем, какой я был Это раньше... было давно, короче, да, ты Тем, хочешь сказать? какой я был раньше, я не смотрю Ну, туда. сейчас ты другой, да? У меня даже, я пишу в Инстаграме посты, я не оглядываюсь назад. Не, щас я ты иду другой, только вперед, я становлюсь лучше каждый Щас день. ты другой? То, что было Ну, всё. тогда, неважно. Вчера я Всё. могу быть супер плохим, Просто сегодня смотри. я могу быть хорошим человеком Есть и такая Робин тема, Гудом. ты мне нужен в хорошей форме. Я в хорошей форме, я готовился, я Я тренировался, не хочу бить готов. алкаша, понимаешь? Нет, я не пью алкоголь, я не Смотри, употребляю ну ничего. это щас, ну это я щас. в хорошем здравии, Да. у меня здравый ум, я хорошо соображаю, я хорошо разговариваю, я акула этой системы, Всё, я всё. хаваю вас, я делаю то, Ты что я ребёшка, делаю. короче. Я в здравом понятии, в здравом движе, немножко чеканутый, это моя тема такая, я такой, какой есть. Я буду драться с тобой со самым своем Я вот так лучшим, чисто буду бить по в самом голове. своем лучшем, А может- в самом может, ты своем вызовешь, ты лучшем говоришь, я духе больной, там, и то-то, так так-то. далее. Я буду с тобой драться и все. Да. Если не будет получаться по кулачке, я тебя буду переводить в партер и добивать локтями. Что делать? Это не ММА. У нас же не умею, у нас там Да, кулачка. братан, мне нормально, я забуду там, если что, нормально будет. Давай, что давай, это. давай. Кстати, Попробуй. по Газ. каким правилам будет проходить ваш бой? По Кулачка. ММА? На руках, да? Да. Окей. Выйдем на кулаках, и я разобью. Па-па. Ну, посмотрим. Не, я я- чисто буду бить. Хансултан, а как у тебя с борьбой? Я скажу, у меня борьба средняя, но в основном у меня чисто вот кулачка. Я потому что чисто вот на руках у меня хорошо, я ходил на бокс, занимался боксом. Так может по ММА тогда будет Тогда давай сделаем? по ММА, в натуре, не Не. тебе, не мне. Да, по ММА, Брат, давай, смотри, видишь, погнали. тебе удобно по мне, чисто по кулачке, брат. Я уже зарубил, когда мне сказали, Корней, я так обрадовался, я сказал, чисто на кулачке. Я готовился к ММА, потом Брат, мне я говорят не хочу кулачка, лежать потом там за говорят алкашом, бокс. обниматься, Потом я же с тобой. говорят Зачем мне кикбокс, это надо? потом микбокс Зачем? там. Смотри, зачем мне это с тобой лежать, обниматься? Чисто заруба, брат. Заруба. Мы с тобой рубиться будем, и все. А вот смотрите, у меня интересный вопрос такой. Допустим, Хансултан, если ты будешь лучше на руках, предположим, то, что ты выиграешь этот поединок, Да. вот, Корней, ты бы хотел бы потом сделать реванш по ММА? У нас бой перед началом боя. Мы выиграем этот бой, а если проиграем, то уже будем об этом говорить потом. Сегодня мы настаиваемся на то, что мы этот бой выиграем. Все. Хороший ответ. Ну, я... На самом деле многие Корней недооценивают. Я могу сказать то, что вот Алексей Викторович сидит, да, и ребята в зале. Я когда с Корнеем спаррингую, даже если сейчас бы Ханата стал бы с Корнеем, он бы почувствовал, какая разница у нас с Корнеем, да, на самом деле. Потому что, я там чуть более-менее там пытаюсь как-то бить... как-то правильно удары и так далее, то Корней бьет сумасшедший и получает бьет это вот удовольствие. так по жопе. Я не получаю удовольствия только, когда мне бьют по лицу. Корней получает от этого удовольствие и заводится еще больше. Поэтому, я думаю, это будет интересный бой двух парней, музыкант, это тоже музыкант, блогер. Вот. И я думаю, это будет реально круто. Пускай дерутся, видите, там вы говорите ММА, кулачка. Корней действительно насрать, с кем драться. Я ему говорю, вот ему скажи завтра драться, вот там парень сидит, извини, не знаю, как тебя зовут, ему скажут... Хансултан. Хансултан, да? Нет, его. Айзат. Его? Айзат. зовут? Айзат. Корнею это скажут перед боем с Айзатом. Он даже не будет, понимаешь, там качать, что-то идти, дайте мне гонорар, отдать. Айзата, давайте Айзата. Скажут там другого, хорошо. Ему без разницы, выйдет, Я подерется. мужчина, мне все равно с кем драться, лишь бы драться. Я это люблю, мне нравится Все, мы с тобой драться. зарубимся Мне нормально. нравится драться, я люблю драться, и я получаю от этого удовольствие как ни от чего. Это мой новый
Это мое новое вещество, которое я для себя приобрел. Это вещество бои. Я хочу эти вещества больше каждый день, с каждым разом. Я, Вот. как Алексей Викторович, мы с ним когда стоим в спарринге, он тоже получает. Он такой же, как и я немножко. Он Корней, тоже все твои получает соперники, удовольствие, которые с когда тобой его бьют. выходили, они были всегда намного слабее. А кто выходил, кто нормально, например, ты когда в Казахстан реально прилетел, вышел на ИЗА, я смотрю бой, и ты, короче, там маленький пацан с тобой вышел, но работает хорошо. Ну, хороший был, Да. он был хороший. Ну, Но главное, что ну, ты видишь, и видел бои, а он твои есть, нет, есть такая понимаешь? тема, по-любому. Главное, что Когда есть смотришь. разница в возрасте, есть такая тема, что ты должен быть опытен, правильно? Я думаю, что-то будет, и ты такой сразу в первом раунде лег, я думаю, как так, типа? Нет, такого не будет. Я буду идти до конца, я буду драться, буду рубиться, я буду показывать шоу. Если, и так брат, далее. смотри, по технике, смотри, я тебе скажу, у тебя нет никакой техники. Вот реально, когда ты бьешь, я на тебя смотрю, думаю, У как меня ты нет бьешь техники, вообще? у меня есть чисто вот деревенская моя техника, улица. Нет, У меня, знаешь, деревенская какая тема, техника? это дух твой, брат. Вот. А такой дух у меня тоже есть, я Всё тебе правильно, скажу. у меня дух, Но я тебе техника. скажу, в сетке так наказывать буду, брат, тебе мало не покажется. Корней, я Наказывала тебе не меня только... мама в детстве, брат, и все, честно. Вот именно. Главное, чтобы Сейчас ты это меня никто почувствовал. не накажет. Я не Да. почувствую, братан, мне Ну, не ты больно, сам еще раз. говоришь, видишь. Мне приятно, я получаю, еще раз повторюсь, я получаю от ударов, от боев, я получаю удовольствие. Мне не больно, я Мне даже с получаю другой стороны жалко бить тебя. по идее. Так удовольствие, думаю, как- понимаешь? как Я так даже будет? сейчас, мне вот там он ударил сюда, да, я завелся, мне так приятно, у меня сразу такой, круто, меня ударили, я Заводиться думаю, будем вау. вместе! Вместе заводиться будем с тобой. Будем заводиться и Да. все. План на бой у тебя есть? Я думаю, да. Думаю, ну, может. Я думаю, второй заберу. Второй раунд, Да, закончи бой. да. Мы заберем этот бой решением судейским. Вот ты когда последний раз тренировался? Ну, последний раз, честно, ну, так-то я постоянно тренируюсь. Ну, тренируюсь, типа, для себя. Я, ну, иногда в зал хожу, потом турники, брусы обязательно, и груши обязательно. Ну, свои данные я знаю. Вот спарринг у тебя когда последний раз был? Спарринг был, ну, где-то, наверное, полгода назад. Полгода назад, да? Да, В боксерском зале. в боксерском зале. Да. Как Даже у прошел твой Ханата спарринг? спарринг был минуту назад. Да. Нет, есть такая тема. Ну, полгода. А так, вот такие спарринги, которые мы делаем, ну, в зале постоянно делаю. Мгм. Но у меня, видишь, любительский, у тебя много боев, ты опытен в этих боях, ты постоянно выходишь. Ну, я просто хочу в данный момент выйти и показать, что ты не с теми бойцами выходишь, короче, на бой. Я еще раз говорю, я не выбираю себе соперников. Вот сидит человек. Ну, может, не ты выбираешь, может, Артем тебя Тебе выбирает. честно Я не говорю, знаю, ты же мне говоришь, просто- что я не выбираю, я не Мне выбираю. звонят, говорят, у тебя соперник. Я даже звонят. Я даже не знаю, с кем я дерусь, братан. Потому что я еще раз говорю. Вот именно, брат. я В тот этот человек- раз ты точно не Мне знаешь, не с кем надо ты знать, дерешься, с брат. кем я дерусь. Я выхожу, делаю, Да. это моя работа. Я выхожу, делаю свою работу, получаю за это Нет, гонорар. главное, что я в делаю мою шоу. сторону, в Я делаю мою шоу. сторону, чтобы, главное, недооценки не было, У брат. меня нет, я никогда недооцениваю, даже самого слабого соперника я Это самое никогда главное. недооцениваю. Я всегда оцениваю, Имбасо. оцениваю соперника. Любой соперник, он сильный соперник. В бою может быть все, что угодно. Вот и все. Корней, сколько ты поединков провел? Это знает больше Артем, чем я, на самом деле. Но знаешь, я тебе так скажу, когда я проводил больше поединков, когда я был в трипе, был в плохих состояниях, был в алкогольном опьянении, был в других токсичных опьянениях. Нет, а вот именно внутри октагона. Внутри Нет, он октагона- имеет в виду в этих состояниях он и проводил. наверное, более 100 боев я провел. Каких 100 Ну, боев? сколько? 400 сразу скажи сколько? от 100. Артем, я количество поэтому провел? говорю, Артем знает, не знаю, у меня бывало там, я за день проводил, да, за неделю Короче, проводил 3 боя. 20-30 боев у него есть. Рамазан, можно переведа? Ты реальный цепной пес, да? Реально. Да. Реально, Улаев, да? счастливая Ну, жизнь, брат. Поводок, видать, у твоего брата, да? Да. А? Да. Поводок, да? Ты Да. постоянно, получается, на привязи постоянно, да? Конечно, бля, опасный пес всегда на привязи. Ты что, меня Опасный, спусти да? только, я тут бы студию разнес, братан, бы хавал, бы Ну, вас ушами бы хавал, твою ногу бы Хана хавал, до тебя руку не бы зря- твою не зря хавал, позвал кость бы здесь. твою хавал, ты понимаешь, поэтому я на цепи. Если я не на цепи, скажите спасибо, что я на Короче, цепи. песик ты, короче, да? Я вот так. цепной пес, Ты еще песик, раз ну, я говорю, только еще запас- раз тебя говорю. же Да, то, что я звал же. посмотрел, то, что ты на привязи жизнь. Я только что увидел то, что ты на привязи жизнь постоянно. Естественно, если я буду не на привязи, я говорю, вы бы уже были Ой, мертвы. какой там? Еще раз тебе говорю, вы бы- Завязывай, я брат. бы тебя схавал, вот Завязывай, так вот брат. приглотил Как бы. ты еще раз сказал? Только что я тебя как чуть еще не раз? схавал. Ребят, Выберите. давайте сделаем стердаун. Да? На середину бойца.
Я думаю, это сейчас не остановится. И Корней хорошо разговаривает, и Ахсултан хорошо разговаривает. Хан Султан. Что, идет? Я тебя схаваю. Хавать хочешь? Голодный? Еще как. Да хорошо, что ты голодный. Я просто похавал нормально. В сетке никуда не убежишь. Я не бегаю, брат. Я хожу по сеточке, аккуратно перебираюсь. Вот так вот перебираюсь, понял, перехожу. Я не бегаю. А ты что? Конечно. Так уверен? Уверен 100%. На сколько процентов уверен? Уверен, что я всегда хожу по сетке, я не бегаю по сетке. Я тебя поймаю же. Меня ловить не надо, я там буду внутри. Зачем меня ловить? Там тоже не остановили. Говорит, тебя поймаю. Говорит, зачем меня Зачем ловить? меня ловить? Я там внутри рядом буду. с тобой буду один октагон Так-то делить, по брат. факту все, говорит, ты. Алга, Казахстан! Пау! В общем, ман. Екінші раундта қылайды мына. Выйти в клетку — это уже большая смелость, поэтому вы все здесь мужчины, которым уже ничего не надо доказывать. У вас завтра поединок, поэтому хочу пожелать вам удачи, и самое главное, без травм. Ханата, Артем, подписчики, напишите свое мнение. Я думаю, Хан на самом деле показал то, что он хорошо поднатаскался на руках, то, что еще чуть-чуть потренироваться, и ты вполне сможешь выйти с Артемом и устроить хорошую рубку. Готовься, Артем. Я только за. Там, смотри, инопланетяне все будут, брат. Все против тебя будет. Поэтому, друзья, вы не забывайте подписываться на наш канал. Напишите в комментариях, за кого вы будете болеть. За Хан Султана, который дебютирует в нашей лиге. Опять же, это у нас медиалига. Или же за Корнея Тарасова. И напишите, конечно же, по поводу поединка Ханаты и Артема Тарасова. Да, как Артем говорит, было очень много хейта. То, что вот, Артем профессиональный боец. Но Артем сам сказал, что очень сильно хочет этот бой. Да? Шучу. На самом деле, ребят, как ты только что сказал, Александр Емельяненко также дал тебе возможность с ним подраться, да. Здесь просто вот интересна именно сама спортивная составляющая, у вас есть предыстория, поэтому, я думаю, всем будет интересен этот поединок, но самое главное, когда Хан будет в хорошей форме, я думаю, это не за горами, максимум, я думаю, этот поединок пройдет через 2 месяца. Дай бог. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, до скорых встреч!